чаще приходить, тем более, что мы не зря называемся арт-пространством Сахара, потому что здесь не только магазин у нас, здесь у нас в первую очередь многофункциональное место для того, чтобы люди могли рассказывать о себе. То есть у нас здесь проходят концерты. Каждую среду в 8 часов приходите, концерты живой музыки. По вторникам у нас, как правило, уже устоявшийся такой формат, мы называем это Удмурт Пукщен, удмуртский вторник. Это такой лекторий, про который Леша, наверное, еще расскажет. Также у нас здесь бывают читки по четвергам, мы читаем русскую и зарубежную литературу. В общем, пробуем разные форматы общения. Вот, тоже мой, что ты лык-ты-ты. Так, что еще хотела сказать? В общем, мы всегда вам рады. Приходите, можете у нас книжки покупать, одежду, можете у нас просто со своими идеями нас заряжать бодростью. И мы всегда за то, чтобы вы рассказывали и в соцсетях, и везде про то, что мы есть. Да, кстати, не представилась, меня зовут Дара Лили, это мой псевдоним. Вот, кому сложно, можно просто Аленой меня называть. Ладно, передаю слова. Меня зовут Алексей Шкляев, я один из инициаторов финно-угорского лектория. Вообще проект финно-угорский лекторий появился в Москве в 2010 году, и он был связан с идеей чтения лекций различными учеными на темы, которые необходимы для развития финно-угорских народов, на те сюжеты, которые недостаточно освещены в науке, и мы с помощью этой лекции актуализировали некоторые сюжеты из истории, этнографии, лингвистики, социолингвистики для финно-угорских активистов. Этим летом мы перезапустили этот проект в Ижевске. У нас прошло несколько лекций, посвященных проблемам билингвизма и полиязычия. Была лекция по документальной лингвистике, которую прочитал магистрант Хельсинского университета Ника Партнермен на примере удорского диалекта коми языка. А сегодня мы в связи с приближающимся Днем финно-угорских предков, который будет такой новой финно-угорской традицией, призванной объединить финно-угорские народы, 21 сентября пройдет День финно-угорских предков. В этот день все финно-угорские активисты и люди, сочувствующие финно-угорскому движению, зажигают костры, ставят свечи и каким-то образом актуализируют места, связанные с их историей в пространстве городов. В частности, нам в Ижевске хотелось бы что-то провести на, как минимум, на Ижевском могильнике, возможно, каким-то образом актуализировать еще другие места, другие археологические площадки. А сегодня сейчас я передаю слово доктору исторических наук Надежде Ивановне Шутовой, сотруднику научно-исследовательского института языка и литературы Российской академии наук Уральского отделения. Вам слово. Конечно, лекция лучше кылым, потому что кылым тоже шутки слово с моей кылым. Но не-не-не, мы по-русски. Ну да, я ведь так и сказала, что по-русски. А вы по-русски не понимаете? Нет, не чувствую, сегодня мало нас понимаешь. Я сказала, что... Я понимаю, что вы сказали. Все понимаете? Да, но нет. Хорошо. Спасибо. Здесь нажимать стрелочку, да, вниз. Все понятно. Ну, в общем, тема, конечно, актуальная, всех нас касается. Культ предков. Культ предков включает сложный комплекс представлений и действий, обусловленных воззрениями о смерти, о существовании, посмертном существовании душ умерших, о загробном мире и о постоянной взаимосвязи между живыми и мертвыми. А погребальный обряд – система правил и обычаев по благополучному водворению умершего в иной потусторонний мир. Он включает множество обычаев, обрядов, норм поведения, способов обращения с умирающими и умершими. Поминальные милостивительные обряды направлены на заботу о душе умершего предка, о его благополучном пребывании в загробном мире. Ну и небольшое отступление, поскольку, в общем-то, культ предков и погребально-поминальные обряды, они, конечно, связаны с идеологией очень сильно. Поэтому я хотела бы сказать отступление такое, что удмурты один из
вообще христианских народов Восточной Европы. Однако они были христианизированы очень поздно. Первые христианские идеи появились в Прикамье еще в VI-VII веках. Но они пришли с южной территории вместе, видимо, с торговцами, и какое-то время эти идеи, то есть местное население финно-угорское, скорее всего, было знакомо с этими идеями, но глубоко не были восприняты эти идеи. Затем произошла какая-то пауза, и где-то с конца XI-XII веках, вместе с проникновением русского населения в наши края, здесь проникает православие. Первый достоверно известный факт о крещении удмуртов относится к середине XVI века. Эти удмурты проживали вместе с русскими в Сырьянской волости. Ныне это Белохолуницкий район Кировской области. И, конечно, те удмурты, которые приняли крещение, жили по соседству, оказались впоследствии обрусевшими. А основная масса удмуртского населения была христианизирована со второй половины XVIII века. И вы все, конечно, знаете, что часть удмуртского населения, южноудмуртского населения, оказалась некрещенной. И они сохранили приверженность традиционным верованиям и обрядам. Ну, в общем, о культе, вначале я расскажу о культе умерших по традиционным удмуртским, да, верованиям. Это примерно по данным исторических, фольклорно-этнографических данных конца XIX, середины XX века примерно. А затем уже, поскольку, как вы поняли, в связи с разными этапами христианизации, разные группы удмуртского населения в разной степени восприняли христианские идеи, какие-то группы остались, в общем-то, в большей степени привержены, в какой-то степени меньшей. И, конечно, во все детали очень сложно будет вникать, поэтому я постаралась такой какой-то дать общий обзор. И если какие-то будут вопросы, желание знать детальнее об этом, то вы потом зададите вопросы. Ну, в общем, смерть и посмертное существование умершего. Понятие смерти в удмуртском языке обозначается разными словами. Вы знаете термин «кулыс», то есть умер. Это общий термин, он не несет конкретной смысловой нагрузки. Смерть по старости воспринимается как естественное завершение земной жизни, и говорят «вань мис», то есть освободился, что человек освободился от бед, забот, страстей. Констатацией смерти служит выражение «лулыскошкис», то есть душа ушла, душа покинула, вылетела. Словом «чондис» обозначает кончину умершего неестественной смертью и умершего, к которому относились не очень хорошо, не испытывали жалости. Среди удмуртов, конечно же, бытует мнение о легкой и трудной смерти. У моя дямилен кулонезно капчилуэ, лек мурт кулона азяс кема курадже. То есть добрые люди легко умирают, а недоброму человеку посылается трудная смерть. Традиционно в удмуртском обществе усопшего стремились похоронить по всем установленным правилам, ведь именно предки выступали хранителями старинных обычаев и порядков. Нарушение традиции могло сделать жизнь умершего в ином мире не очень-то благополучной. И поэтому живые люди старались все обряды выполнять, и кроме того, после похорон живущие родственники должны были заботиться о своем умершем предке, поскольку по традиционным воззрениям им требовалось тепло, одежда, другие предметы, а также домашние животные и общение с живыми. И поэтому люди в старину всегда поминали умерших предков, старались кормить их, поить, веселить во время поминок, развлекать и не работать в дни поминовения. Если недостаточно хорошо заботиться об умерших, умерших кулемуртьёс, да, называют общее, то они заскучают той жизни, начнут приходить домой и нарушать спокойствие родных. Также они могут и жестоко мстить и нарушать благосостояние своих потомков, насылать беды и болезни. При хорошем же отношении к живущим они покровительствуют сородичам, оказывают содействие в хозяйственных, семейных делах, здоровья и обеспечивают благополучное безбедное существование.
Тем не менее, забота об умерших в традиционном обществе сочетается со страхом перед ним, желанием дистанцироваться от мира мертвых и очиститься от контактов с ними. Поэтому в процессе подготовки, проведения похорон, обрядов, поминальных, умилостивительных, выполнялись очистительные охранительные обряды, направленные на нейтрализацию вредоносного воздействия представителей загробного мира. И, в общем, можно говорить о неразрывной связи живых родственников с умершими предками, между которыми постоянно совершался обмен дарами и услугами. И такие взаимоотношения способствовали единению человеческого коллектива и устойчивости его существования в мире. Приметы и обычаи, связанные со смертью мертвецом, многие из них вы, собственно, с ними сталкивались в течение своей жизни, поскольку многие вот такие старинные традиции, обычаи, поверья, они дожили до наших дней. Но я коротко тоже скажу. Смерть человека вторгалась в привычную жизнь традиционных обществ, нарушала хрупкое равновесие между миром живых и миром мертвых. И поэтому существовали, вот я говорила, специальные правила, чтобы как-то вот оградить себя от негативного воздействия. Ну, например, вот живые при покойнике не должны вести себя определенным образом, не шуметь, не веселиться, не кричать. Молчание и тишина означали царство смерти. В процессе похорон покойник, а вместе с ними смерть, поэтапно выпроваживали за пределы мира живых. Вначале за пределы дома, за пределы, затем на околицу. Раньше существовали ворота в деревне, да, за ворота. Затем, наконец, водворяли на кладбище. А кладбище это как рассматривалось как поселение мертвых. Для избавления от вредоносного воздействия покойного, от страха перед ним совершались магические действия. По народным поверьям для этого следовало перепрыгивать через гроб усопшего, но это уже нам не приходилось видеть. Но вот садиться на табурет, на котором стоял гроб, наверное, многим приходилось. Держать во время сна, после того, как похоронили человека, под подушкой ножницы, нож и другой острый железный предмет. И все мы, к тому же, все знают, что где-то до 40-го дня, как душа умершего находится в доме, да, и поэтому многие даже это могут чувствовать и так далее. И другие, чтобы положить предел смертности в доме и не дать возможности умершим навещать живых в неурочное время, в доме завешивали все предметы, обладающие отражающими свойствами. Это все сейчас практикуют, это и зеркала, и окна, даже телевизор завешивают. При проводах усопшего втыкали топор в порог, но это прежде снимали дверь с петель, чтобы запутать его, чтобы он не мог вернуться обратно. Или даже прежде выносили гроб через окно или даже крышу. Но, видимо, это когда изба топилась по-черному, я так полагаю, и потолка не было, потому что иначе очень сложно вынести через крышу. Потом, после того, как выносили из дома, гроб поворачивали 3 раза, чтобы как будто бы запутать следы, и он не знал, как вернуться домой, против солнца причем. Вот. После похорон, чтобы избавиться от свиты покойника, потому что по народным поверьям не всегда будет оказывать вредоносное воздействие сам покойный, тем более, который хорошо относится к своим родным, а свита, бордаз ветлищиос, ходящие вместе с этим покойным, потому что на каком-то этапе за душой умершего человека приходят родственники с иного мира, и его душу уводят с собой. Вот. И эта свита сопровождает. Поэтому, в общем-то, нужно после похорон били ветками всех участников похорон, обязательно очищались золой, иногда даже обсыпали всех золой. Но в последнее время стараются мыть руки, да, мыть обувь, прикасаться к печи. Проводили после похорон символическую границу между мирами живых и мертвых. То есть похоронили, уезжают, и кто-то последний поперек прочерчивает железным предметом границу и так далее. И обязательно мылись в бане после похорон, обмывали жилище.
Предметы, которого касался умерший, не употребляли в быту часто, а сжигали или бросали в особые места, предназначенные для этой цели. Так. Потерялась куда-то. Ну да, вот. Вот. Ну, существовали такие специальные места, которые называются куркуян, да, место выброса лубка. Лубок на лубяной коре мыли умершего в прежнее время. Мочалку, там, мыло, все бросали туда, либо просто куящкон, то есть место выброса вещей умершего, или шелеп куяни. В разных местах термины различались. Шелеп куяни – это бросание щепок стружек после изготовления гроба и так далее. Ну, в общем, часто в старину на санях везли умершего, и потом их оставляли иногда вообще на кладбище и не забирали обратно. Даже вот такие фотографии еще сохранились в архиве Кировской области. Или просто долгое время оставляли под дождем и снегом, чтобы они очистились. Зловредными и опасными для человека свойствами обладала вода, которой обмывали умершего, и кладбищенская земля. Ну вот насчет воды я бы хотела сказать, что в принципе это, наверное, мы знаем сейчас столько передач о воде, что вода, она воспринимает многие либо благотворные, да, либо негативные какие-то качества приобретает, поэтому действительно вода такой проводник. И действительно, в общем, эту воду нужно, причем выливать и в такое место, куда бы ни ступала нога человека. Народная традиция не рекомендовала сильно убиваться и горевать, и плакать об усопшем, не то он станет приходить к живым. И многие женщины прямо так и рассказывали, что когда сильно убивается, да, приходит как будто бы живой там, муж или родственник, но это будет уже, это вообще получается, что живущий человек вступает во взаимодействие с миром мертвых, и это опасное. То есть этому нужно положить предел, потому что, в общем-то, для живого человека такие взаимоотношения опасны. Наиболее легкий и безопасный способ общения с живым во сне. Ну, наверное, может быть, тоже был опыт, что во сне ты можешь увидеть умершего, он может даже сказать о своих желаниях и так далее, и это, в общем-то, нормально. Вот. Ну и как я уже говорила, что это будет, да, ну ладно. И были широко распространены былички как раз о том, что душа умершего приходила, беспокоила своих близких и даже могла довести их до смерти. Вот. Ну и тем более, почему и в православной традиции, в общем-то, существуют обряды отпевания и так далее, поминовения, чтобы вот положить предел этим контактам. Часто поминать умершего, говорить о нем хорошие слова необходимо было в течение 3 лет. А после этого не стоило его тревожить и поминать только при проведении поминок. Но и также существовали правила, по которым нельзя было в любое... Ну, сейчас очень часто в любое время идут на кладбище, да, там... Но некоторые вот мне даже рассказывали, там что-то случилось, она идет на могилу умершего мужа, рассказывает там, что у нее делится и так далее. В общем, это было неправильно, не разрешалось так поступать. И на кладбище ходить во внеурочное время нельзя. Ну, только для выполнения, ну, может, поправить что-то, да, поставить памятник. Но ходить надо было во время поминок, в установленные дни. Представление о душе умершего. Удмурты полагали, ну и вообще эти традиции характерны не только ведь для удмуртов, а для большинства народов. Они в деталях различаются, но существуют определенные правила, которые независимо выработало человечество. Вот удмурты полагали, что каждый человек имеет 2 души. Душа лул – это душа живого человека, душа дыхания, тесно связана с телом. И если душа лул покидает тело, то человек умирает. Говорили, лул из кошки, душа ушла, означало, что человек умер и спустил дух. Вторая душа, душа урт. Это двойник умершего, его тень. А тоже говорили уртес кошкен, но если душа урт уходила, то этот человек просто болел сильно, ну, во время испуга сильно испугался, или если потерял сознание.
и совершали обряды для того, чтобы душу Урт вернуть обратно. Но человек не умирал, если душа Урт уходила. Ну и к тому же бытовали поверья, по которым душа Урт во сне, в общем-то, путешествовала, встречалась с душами умерших предков, вступала во взаимодействие с различными предметами и явлениями, а потом снова возвращалась, и человек просыпался. И иногда, вспомнив сон, он мог, в общем, то есть душа Урт как бы служила, давала ему какую-то информацию о том, где что было, и, в том числе, например, если увидел умершего предка, да. В общем-то, у душа Урт считали, что душа Урт может отделяться в виде маленькой белой ночной бабочки. Почему бабочек ночных не разрешали убивать? Видели урт-бубыли, летучие мыши, урт-кыш, а душу Лул представляли в виде дыхания, тумана, пара. Полагали, что в ряде случаев душа, видимо, урт, могла принимать облик васки, юрмек, пчелы, птички, другого существа. Ну и вы знаете, очень часто, например, существовали традиции, по которым во время поминок рассыпали крупу, зерна. И если прилетала птичка, считалось, что это душа умершего, в общем, принимает пожертвованную пищу. Но с течением времени представления о душе Урт были утеряны, и в настоящее время об этом как-то нет таких представлений, только говорят о душе Лул, и этой душе Лул приписывают характеристики обеих душ. Ну, как и у других народов, по представлениям удмуртов, душа умершего до 40-го дня обитала около дома, а к году достигала загробного мира. Но в прежнее время на кладбище несли разные узенькие лоскутки материи, куски холстины, полотенца, иногда одежду умершего, и развешивали их над могилой, на шесте, на кресте, на заборе. Видимо, в одних случаях такие предметы служили изображениями умершего или вместилищем его души урт до года, а в других являлись символическими жертвенными приношениями либо для самого умершего, либо для душ прежде умерших предков, поскольку считалось, что со вновь умерших можно как бы послать какие-то пожертвования, дары для прежде усопших. К сороковинам или к годинам приурочивали на сооружение надмогильного сруба, оградки или навеса. Это знаменовало завершение обустройства жилища для умершего и его окончательное водворение в мире мертвых. По данным Первухина, на кладбище села Игринского, бывшего Глазовского уезда, а в настоящее время в окрестностях, видимо, поселка Игра, современного поселка, в конце XIX века существовал обычай привешивать деревьям кукол тряпичных. Со слов местного священника, окрестные удмурты привешивали такие куклы с сучьем деревьев, куклы были в национальных костюмах, и, видимо, эти куклы, в общем-то, являлись своеобразными заместителями или вместилищами душ усопших родичей. На деревенском кладбище или на особых местах куркуянах устанавливались столбы-памятники. Мы вот еще проскочили. Да, вот такие столбы-памятники, ебо или метки, бельги, в честь умерших на чужбине людей. В прежнее время почти, во многих местах это практиковали, а в настоящее время такие столбы только сохранились места, но столбы почти уже не устанавливают, поскольку население в основном христианизировано. Но здесь несмотря на то, что население христианское, напротив кладбища, на котором хоронят умерших, напротив такой небольшой огороженный участок, и там установлены столбы для тех, кто умер и похоронен где-то на чужбине. Может, во время войн, во время каких-то других. Для чего? Для того, чтобы душа умершего все равно возвратится на родину, и ей негде будет, чтобы она могла иметь свое место для того, чтобы где остановиться. Прекрасные люди. Да.
И, в общем, и здесь тоже совершаются поминальные обряды. Ну, во многих других случаях, например, это у завятских удмуртов в Кукмарском районе, в Балтасинском районе, а у некоторых групп удмуртов просто поминают умерших на стороне людей, не в пределах ограды, а за оградой, например. Вот. Ну и мы знаем по данным археологии, такие вот, называют такие могилы кинотафы. То есть на самом деле там нет человека самого, но какая-то метка поставлена, как будто это его могила. Вот. Контакты живых людей с душами умерших, как вы уже поняли, осуществлялось на кладбищах, на специальных местах, куда выбрасывали вещи умершего. Куркуяны, шелепкуяны, бельгы, да, там, где ставили вот такие столбики памятные, и на маргинальных с точки зрения архаичного мышления участках территории. Это вот поминали возле печи, да, около дымоход, печной трубы, у порога, на крыльце дома, то есть на границе освоенного пространства и как будто не освоенного. Несколько границ освоенности пространства, да, есть. Затем у полевых деревенских ворот, на перекрестках дорог и вообще где-то на природе, на неосвоенной как будто бы людьми территории, в поле, в лесу. И там могли оставлять какие-то жертвенные дары, пищу, какие-то лоскутки и так далее. Такие места считались местом соприкосновения двух оппозиций, освоенного человеческого и враждебного природного мира. При проведении поминальных трапез чаще всего использовали куриные яйца и мясо, кашу или мясную похлебку из курицы, если умерла женщина, или петуха, если умер мужчина, мясные пирожки, блины, лепешки. Ну а в прежнее время непременным поминальным блюдом была рыба. Ну и, видимо, вот под воздействием уже других идей, в общем-то, на смену рыбе. Ну, рыбу часто, кстати говоря, тоже используют сейчас, рыбный пирог, как непременное поминальное блюдо. Но вот очень часто используют и куриное мясо. Ну и, конечно, напитки, вызывающие алкогольный транс, вино, кумышку, пиво. Жертву умершим приносили, конечно, в прежнее время более крупных животных – овцу, теленка, бычка, корову или лошадь. Но у удмуртов не сохранилось четкого представления о месте посмертного пребывания душ умерших. Ну вот в некоторых местах рассказывали, что у безгрешного человека душа идет или попадает на цветы, а у грешного в темное место, в котел кипящий, да. Сохранились сведения, что после смерти человека его душа-двойник, душа-тень, душа-урт сохраняла черты облика умершего, а после похорон отправлялась на кладбище и, видимо, там обитала. Создается впечатление, что душа урт могла представлять собой бесплотную тень, которая могла покидать место обитания гроб через маленькое отверстие, раньше в гроб делали даже окошечко, могла душа урт размещаться в таких разных материальных предметах, о которых мы говорили, столбы, лоскутки, куклы и так далее, и довольствовалась небольшими символическими кусочками пищи или напитков, несъедобными частями жертвенного животного, кости, внутренности, голова, ноги животного. Но практически не сохранилось данных о месте пребывания и дальнейшей судьбе и метаморфозах души, дыхания луны. Она являлась сущностью живого человека. И если человек уже был мертв, то душа лун, конечно же, покидала его в виде некой воздушной субстанции, о которой мы говорили. Возможно, именно эта душа уходила на цветы в мир богов, на вершины мифических недосягаемых гор, страну обетованную. Обитала ли она в какие-то моменты на кладбище, на деревьях или над могильных сооружениях? Могла ли она перевоплощаться в птицу, пчелу, бабочку? Обладала ли она способностью к реинкарнации и возвращалась ли вновь в мир людей с рождением ребенка? Вот этих данных, к сожалению, не сохранилось. Поминальные умилостивительные обычаи.
Поминальные обряды подразделяются на частные и общие для поминовения всех умерших предков. Сущность обрядовых церемоний состояла в приготовлении поминальной пищи, молитвах, совместной трапезе с родственниками, близкими и символическом угощении умерших. Все мы знаем, что во время похорон позднее очень часто остается чашка или стаканчик, которая считается для умершего, куда сливаются, накладывается еда. Она и сейчас, в общем, эта традиция сохраняется. Частные поминки начинаются с момента наступления смерти, совершается в процессе похорон, после возвращения с кладбища и в определенные дни после смерти. И все мы знаем, что поминки в честь покойного у многих народов устраивали на третий день. У удмуртов это Куинь-Уй, потому что, видимо, поминали ночью. Третья ночь называется. На 7-й день или 9-й день, у кого как. Сизюм-Уй или Укмыс-Уй, то есть. Иногда на 20-й день тоже Кызюй, на 40-й Лильдон-Уй и через год Арес-Киштон. Но третий день поминовения совмещали с поминками, проводившимися после похорон. 7-й или 9-й день отмечали в кругу семьи с узким кругом родственников. На 40-вины годины приглашали уже более широкий круг родственников и друзей, и соседей. Кроме того, умерших родственников поминали в кругу семьи в любое воскресенье, когда готовилась какая-то стряпня, особое кушанье национальное. Если видели во сне покойного, тоже поминали. В день поминовения непременно закалывали какое-нибудь животное, хотя бы курицу. На 40-й день приносили более крупную жертву и созывали, как я уже сказала, больший круг родственников. После куски пищи для покойного отдавали часто собакам. И наблюдали, если собаки поглощали еду мирно, значит в том мире родственники живут друг с другом мирно, в дружбе и согласии. Если собаки огрызались друг на друга, то между покойными нету мира и согласия, раздоры идут. Особо представительными и торжественными были поминки в годовщину смерти Ар-Ум. Считалось, что году души умерших добирается до загробного мира и определяется их место обитания. Говорили, что если в этот день не совершить поминовение, то старшие покойники не пустят вновь умершего в свое общество, и душа умершего будет блуждать по свету. В честь умерших предков совершались особые жертвоприношения домашних животных. Вы, наверное, многие тоже слышали, наименования этих обрядов варьировались у разных групп, локальных групп удмуртского населения. Назывались Юрпыт-Сётон, давание головы ног умершего. Это обряд символического наделения умершего домашним животным. Либо Кулеммурт-Сюан, свадьба покойника, либо Мыдлан-Сюан, обратная свадьба, либо Мыддорин-Сюан, свадьба наизнанку, либо Уллан-Сётон, давание вниз, то есть жертвование в нижний мир душам умерших, Виро-Сётон, жертвование крови. Проведение этих поминальных обрядов имело особенности, я уже сказала, у разных локальных групп удмуртов, как по оформлению обрядовой церемонии и особенностям жертвы, либо это овца, либо конь, либо корова, так и по временной, либо на 40-вины их проводили, на годины, чаще на годины, либо на 5-й или 10-й, через 5 или 10 лет, и сезонной приуроченности. Зимой могли проводить этот обряд, во время святок Вожодыр, либо во время Масленицы, в период осенних поминок до Покрова. И у удмуртов бывшего Мамадышского уезда этот поминальный обряд совершали через 15 лет после смерти члена семьи. Суть обряда Юрпыт-Сётон южных удмуртов состояла в символическом принесении в жертву коня для мужчины или коровы женщине,
чтобы умерший предок, отец или мать в потустороннем мире не испытывали нужды из-за отсутствия домашних животных. Поскольку, дальше я скажу, что фактически жизнь умерших в том мире представлялась как зеркальное отражение жизни этой. То есть и там они занимаются хозяйством своим и так далее. Почему и вот их надо было всем снабжать. И обрядовая церемония, вот почему часто называется Мыдырин Сюан или Мыдлань Сюан, да, оформлялась в виде свадебного празднества, в процессе которой отваривали голову и ноги животного, поедали угощения, а оставшиеся от трапезы череп и кости конечностей увозили вместе с какими-то другими подарками, лоскутками, монетками и так далее, увозили на определенное место в качестве жертвенных даров. У северных удмуртов подобные поминки совершались как-то скромнее. Но, может быть, тут в большей степени влияние христианства сказывалось. Они совершались на годину. Их называли лыпоттон, вынос костей, лыкелян, проводы костей, или вирокарон, кровавая жертва. В этот день мылись в бане, готовили стряпню, закалывали жертвенное животное, овцу для женщины и барана для мужчины. Мясо жертвенного животного поедали в кругу семьи, собирали все косточки до единой, голову, ноги, кровь животного, иногда сердце, и закапывали на дворе или в огороде за хлебом. Наиболее значимые общественные поминки у некрещенных удмуртов проводили весной Тулыс-Киштон и осенью Сизюл-Киштон. Они могли продолжаться в течение 3 и 4 дней. Причем вот иногда исследователи вообще осуждали такие поминки, потому что там даже на некоторых поминках принято было не только вот совершать моления, там, трапезы совместно, но и пили и веселились, поскольку уже души умерших требовали, чтобы их тоже веселили, чтобы они мылись в бане и так далее, по прежним представлениям. Поэтому для людей другой религиозной традиции было это непонятно и даже осуждалось. Как так? Вот люди должны скорбеть, а они там поют и пляшут иногда и так далее. Вот. Ну и вот, в тех местностях, где укрепилось христианство, конечно, удмурты справляли поминки в одно время с русскими. Ну и в большинстве случаев сейчас тоже почти все эти поминовения, они совмещаются с христианскими поминками, но иногда в некоторых случаях совершается на один день или несколько пораньше. Вот. На общественных поминках во многих местах до сих пор на могиле оставляют немного вина, еды, различные дары. Вот. В одних местах оставлять после поминок принесенную еду, напитки не позволялось. Все, ну, нет, с собой в деревню обратно уносить не разрешалось. Нужно было все там оставить. Вот в Увинском районе в частности. А, например, в Игринском районе приходят, совершили поминовение, что-то оставили и обратно с собой остатки несут, как ни в чем не бывало. Ну и вот, конечно, я уже говорила о том, что помимо того, что поминают на кладбище всех умерших, но еще поминают умерших на чужбине людей за пределами кладбища. Но это не во всех местах уже сохранилось. Как указывают исследователи, удмурты поминали умерших в конце 19-го, начале 20 века в любых выходящих за рамки обыденной жизни случаях. Около праздника Покрова и Пасхи, при строительстве новой конюшни, во время, ну, вдруг перед свадьбой, либо кто-то заболел, при проведении сельскохозяйственных работ, перед сенокосом, перед пахотой, после окончания жатвы, уборки урожая, по воскресеньям, когда пекли блины, когда собирались далеко ехать куда-то в гости, вообще во многих случаях. Вот. Представление о загробном мире. Удмурты называют загробную жизнь содунне, то есть та жизнь, тот мир, или сопалдунне, жизнь или мир по ту сторону. В загробном мире имеется два отделения. Югыдунне, светлый мир, светлая жизнь для праведников, и Кураджон инты, место мучений, место страданий для грешников. Мир состоит из 3 частей. Небесный, где живет Бог неба Инмар и божества высшего уровня, земли, место обитания людей. И третий — это
подземный мир, преисподняя, где живут умершие. Но, скорее всего, вот эти представления о Югыт Дуне и Кураджон Дуне, да, сложились под влиянием православия. Более древними являются воззрения, я уже говорила, по которым загробный мир представляется зеркальным отражением мира земного. Якобы вот дети умершие могут в том мире расти, незамужние выходить замуж, жениться, женатые жить со своими женами. Вообще каждый умерший за гробом занимался тем же, что и на земле. Там растили скот, выращивали что-то, испытывают, как и в жизни, могут испытывать холод, голод, нужду. Им требовалась пища, одежда, они желали иметь все необходимое в хозяйстве предметы, любимые вещи, лакомства, деньги, чтобы откупиться от мучений на том свете. Так, если люди теряли лошадь или корову и не могли долго найти, считали, что это утащили покойники, поскольку они испытывают нужду в животных. В подобных случаях необходимо было провести пожертвование коровы или лошади. Человеческое... уже пропавший. Да, да. Нет, не обязательно. Заново. Заново. Да, ну и там символическая же жертва. Уж не всю же отдавали кости, череп, кости. Вот. Человеческая природа умерших сказывалась в том, что умершие хотели попариться в бане, повеселиться, о чем я уже говорила. Вот кладбище являлось общим местом жительства для всех умерших, могилы отдельными помещениями, жилищами для каждого из них. Умершие неестественной смертью, самоубийцы, пьяницы, иноверцы, некрещенные, какие-нибудь бродяги, нищие, их не позволяли хоронить вместе с нормальными умершими, их хоронили за пределами ограды. То есть тоже считались нечистые уже. Существовали представления о том, что умершие одного того же рода живут в загробном мире в виде одной большой семьи, во главе с патриархом, начальником рода. В той жизни внутри семьи существует своя дисциплина. Ну и вот кто был при жизни сварлив, дрочлив, вообще неспокоен, того могли не принять в загробное общежитие. После смерти человека умершие родственники, якобы, я уже говорила, приходили за его душой и, увы, уносили с собой. И даже существует такое поверье, почему надо было побольше умерших проводить в иной мир, поскольку когда ты умрешь, они тебя в том свете тоже тебя встретят хорошо. Вот, поэтому, когда умершего одевали, то в головах его на стуле клали берестяную коробку, в нее бросали яйца со словами «принимайте теперь в товарищи этого умершего», то есть дар для прежде умерших покойников. Во всех молитвах, читаемых во время похорон, обращались к прежде умершим и просили хорошо принять и позаботиться о новопредставленном в том мире. Несомненно, древними являются представления, по которым умерший человек и его вещи трансформируются в окружающей природной среде, и картины такого перехода нашли отражение вот в народных песнях, да? «Эму горы, сят щуйно луотвыр, эзы-быне, чорык, чипет луотдыр, эдере-медере-ме, чорык, калтон луотдыр». То есть «О, тело мое тело, черной землей, наверное, станешь, халат мой халат, рыболовной запрудой, наверное, станешь, платье мое платье, сетью рыболовной, наверное, станешь» и так далее. Вот. Умершие после погребения приобретали сверхъестественные способности, необыкновенную силу, которыми не обладали в земной жизни. Недаром больной старик, если за ним плохо ухаживали, грозил посмертной карой. И умершим приписывалось умение перевоплощаться. Сохранились предания, по которым покойники якобы собираются на места, куда складывают поминальную пищу. В некоторых сказках описываются способы, при помощи которых души умерших выходят из могил на землю, в мир людей. И, например, покойница могла, например, в облике мышки проникнуть сквозь маленькое отверстие наружу, затем превратиться в кошку, в собаку и, наконец, из собаки в человека. Существуют сказки такие, значит, были такие поверья, да? И существует и обратная связь между миром людей и миром мертвых. Они, представляется, что они вообще невидимы, они собираются, когда угощение жертва приносится, да, но земные-то люди их не видят.
И вот Видит только, что еда пропадает. то есть, да, особой чертой вот обитателей иного мира является их невидимость в земном мире. Но и наоборот, вот описывается случай, когда человек встретил свою умершую свояченицу на кладбище, она надела на него рубашку, он проник в загробный мир там, потом вернулся в этой рубашке обратно в мир людей, а его никто не видит, голос-то слышат, а не видят. То есть, как бы, идея такая, что умершие в своих вот чудесных рубашках могут появляться в земном мире, и мы их не будем видеть. Ну, очевидно, да, невидимые, но тем не менее невидимые для земных людей, они вот могут как заботиться о живых, помогать им или преследовать, насылать болезни и напасти. В общем, традиционные удмуртские воззрения о смерти и загробном мире характеризуются поливариантностью идей и отсутствием как будто строгой единой религиозной системы. Очень сильно варьируются в деталях. Тем не менее, прослеживается ряд устойчивых связей, сюжетов, мотивов и представлений об умершем, его посмертном существовании и местонахождении загробного мира. Ну, еще следует сказать, что вот особо был культ выдающихся родоначальников или родоначальниц, который вел к формированию культа патронимического родового божества-покровителя. Ну вот мы знаем, до нас не сохранились, но вот отголоски о том, что вот существует свидетельство почитания Дна Батыра, Донды Батыра, богатыря Мардана и так далее. Но у нас вот это как-то уже все утерялось, но мы знаем, что вот у марийцев такие сведения сохранились. Вот у них почитается, заклинило, даже фотографию хотела включить, ну ладно, думаю. И Чумбулат, например, да? Богатырь Чумбулат, покровитель марийцев. Ну, его символом являлся большой камень, но сейчас даже какой-то предприниматель поставил даже памятник этому Чумбулату Батыру, и фактически вот у марийцев налицо такое явление, когда фактически какой-то дальний предок родоначальник стал своего рода божеством, покровительствующим народу. Ну и этнографические материалы также свидетельствуют, что некоторые семейно-родовые божества связаны с умершими предками. И во время молений в Куале, священная роща Лут, обращаются, ведь недаром обращаются с просьбами к старикам «Перещиос, чижевыжиос». Вот. Таким существом является семейно-родовое божество Воршут или Вошут. Понятие Вошут означает сакральное, древнее, исконное счастье, удачу, судьбу, долю. Манифестирует идею сакральной ценности, дедовской спарины, накопленную поколениями предков энергию, а также указывает на связи каждого родственного коллектива с иной реальностью. И здесь мы видим вот изображение, к сожалению, большинство таких вот идолов, изображений было уничтожено, ну, миссионерами православными, сохранились только описания, ну и вот кое-где в музейных коллекциях вот сохранились такие, что ли, идолы, которые, видимо, идолы божества Варшуда из Великой Куалы. А скажите, а Бусь сохранился? А? Бусь сохранился, который... Нет. Не сохранился? Нет, вот видите, очень примитивная такая. Нет, Кузнецов, который описывает... Нет, к сожалению, где? Их очень часто уничтожали, и даже потом, когда их, видимо, в музей помещали, да, то, может быть, они были утеряны, может, еще что-то и так далее. Ну, вот он говорит, что он в Казани отдал, в Казанский этнографический. Да, вот нету. Ну, вот даже, кстати... Это изображение Варшуда. Вот как раз. немножко у вас не С серебряным клювом. Да. Ну, Деревянный много бюст. вот таких описаний осталось у, ну вот православные священники отбирали что-то, сжигали, что-то отдавали в музей. Вот, кстати говоря, первая дощечка, изображающая идола Варшуда, она вот хранится в Русском этнографическом музее, в Петербурге. Вторая в Краеведческом музее города Слободского Кировской области. Причем тоже документы утеряны. А это чьи? То есть непонятно? К какому Варшуду относится? Но он там фигурирует как водский идол.
И другое дело, что документов не сохранилось. Во время войны, когда, видимо, перемещались эти коллекции с одного места на другое, документы все были утеряны. Кто принес, откуда и так далее. Ну, есть просто некоторые идеи, поэтому насчет того, что откуда это могло произойти, в качестве предположения только. Потому что один из священников рассказывает, что вот там он пишет о том, что вот он разрушили они Куалу там великую, но вот идола я, мол, прилагаю при сём. И отправляет в центр епархии, да, в город Вятку. Так, ну и в целом почитание и благоговение, ну вот еще с Варшудом тоже это такие берестяные туиски, вот они почти, ну, сохранились еще но содержимое их уже не сохранилось. Здесь вот мы просто сверточки видим. Одна из главных святынь Великой Куалы, тоже связанная с Богом Варшудом, с божеством Варшудом. И почитание и благоговейное отношение к Варшуду передавалось из рода в род и содействовало сохранению духовной связи между разными поколениями людей, как умершими предками, живущими людьми, так и будущими потомками. А в поздней христианской версии божество Варшуд уже воспринимался как Святой Дух или ангел-хранитель. А Дендоры связаны тоже с ним? Дендоры, да, связаны с Варшудом. Просто я многое тут уже... Вот. Следующее семейно-родовое божество Мудор – это сакральный центр родовой территории. И, скорее всего, он тоже связан, вот, покровительствует предкам. И его символизировали дерево, столб, камень, река. И связано тоже с культом, это божество связано с культом предков. Это святыня семьи, патронимии, родовой группы. Ну и вот у завятских удмуртов символом Мудора являлся камень. В одном случае мы видим известняковый камень, заброшенный уже в Куале, а в другом такой песчаник, который являлся... Ну, там до сих пор эти святыни сохраняются, они огорожены и стараются, чтобы никто не наступил, никто не разрушил, никто не осквернил. Так, ну и теперь о православных представлениях. Вот сразу сравниваете, да, то, что вот традиционное, там тоже много вплетено уже христианских элементов. Вот. Ну, православные представления основаны на Священном Писании, откровениях святых отцов Церкви. О душе. В каждом человеке есть бессмертная душа. Это исключительно духовная субстанция. Найти ее в теле, пощупать, говорили, что увидеть и измерить невозможно. Но в последнее достижение в этой сфере, наверное, вы тоже слышали о том, что даже удалось измерить, сколько весит душа, и даже зафиксировали как бы ее момент выхода ее из тела. Как только душа выходит из умершего тела, у нее открывается видение потустороннего мира. И эта душа видит оба мира вместе, и земной, и загробный мир, и духовный мир загробный пронизывает всю жизнь, материальный земной мир. И устроен духовный мир гораздо сложнее, чем мир видимый. О посмертном существовании души. Ну, многое вы знаете, но все равно в какой-то цельной системе, да? Вот. После смерти души, душа отделяется от тела и переселяется в небесный мир, да? Там они пребывают до времени всеобщего воскресения. То есть душа попадает на частный суд, определяет место лучше или хуже, и там она пребывает, мучается, но тоже проходит какие-то испытания, вот что. Ну, говорю, что вот приходилось сокращать, как и в традиционных воззрениях душа тоже проходит испытания, прежде чем достигает своего места обитания. Также и в православном. Вот. Ну и всеобщее воскресение или восстание смертных, которое будет при втором пришествии Сына Божия. Тогда души умерших снова соединятся с телом, люди оживут, воскреснут, и тогда все получат по заслугам. Там уже определенно точно праведные попадут в Царство Небесное, получат блаженную вечную жизнь, а грешники вечное наказание и страдания. Души умерших ходят в загробную жизнь вместе со своим нравственным содержанием. Дела бы их ходят вслед за ними.
то есть со своими мыслями, чувствами, плохими или добрыми делами, достоинствами и пороками. Это естественное следствие и естественное продолжение жизни на земле. Их судят, я уже сказала, на частном суде, определяется их временное положение в загробном мире. В истории церкви было много случаев, когда, в Евангелии вы тоже читали, знаете, когда Господь показывал чудеса возвращения из загробного мира. Всегда такой пример первый – это воскрешение евангельского Лазаря, когда 4 дня уже человек был умерший, и Иисус Христос воскресил его. Случаи возвращения умерших из потустороннего мира известны и немало в наши дни. И очень часто в документальных передачах об этом рассказывается. И даже целые монографии написаны там. Известная, например, доктора Моуди, по-моему, книга о том, что фиксировали такие вещи, когда люди рассказывали, что их душа продолжала мыслить, чувствовать, переживать. Рассказывали, как душа входила в общение с ангелами, со светлыми сущностями или с бесами, темными сущностями. Она могла видеть и место хорошее, типа рая, и плохое место, типа ада. Вот. Как раз у некоторых авторов фиксируются только такие, случаи, когда душа оказывалась в светлом мире, но оказывается одинаковое количество, что душа попадала и в темный мир тоже. И потом, конечно, душа возвращалась в тело и человек оживал, Такие путешествия в загробный мир даром для души не проходят. Многие, пройдя через это люди, пытаются пересмотреть свою жизнь, исправиться и начинают думать о спасении своей души. Некоторые люди после этого получают какие-то даже чудесные, можно сказать, способности, приобретают. По поводу рая, как уже сказали, праведные попадают в Царство Небесное, блаженную вечную жизнь будут вести. Это блаженство происходит от их благодатно-добродетельной близости и общения с Господом Иисусом. Место, в котором пребывают праведные души в Священном Писании, называется по-разному. Раем, Царствием Божьим, Царством Небесным, Царством Христовым, лоном Авраамовым, обителью Отца Небесного, горою Сионом, градом Бога Живаго, небесным или горным Иерусалимом и небесами. Если человек входит в обитель рая, то от полноты благодати он забывает земные страдания, и душа каждого соединяется с Богом, наполняется великой радостью. Ад. Грешники получают вечное наказание. О существовании места мучений, да и самих мук, говорит сам Иисус Христос. Ободряя своих учеников в бесстрашии и проповеди Евангелия, Он говорит им: «Не убойтесь от убивающих тела, души же не могущих убийте. Убойтесь же паче могущего и душу, и тело погубите в гиене». Учение Священного Писания указывает на реальность мучений грешных душ за гробом, но природу этих мучений покрывает некоторая неясность. В основе мучений, видимо, основа мучений состоит в том, что грешная душа оказывается удаленной от Бога, как источника блаженства, радости и света. Поэтому, живя жизнью без радости, без света, без блаженства, они, в общем-то, чувствуют мучения. И место, в которое отходят грешные души после частного суда, называется адом, то есть это место, лишенное света, мрачное место, в котором ничего не видно. Либо тьмою кромешною, то же самое, либо темницею духов, бездною, преисподнею, либо гиеною, то есть место мучений в аду, и мукою вечною. Мнения старцев о местонахождении ада различаются. Святители Василий Великий и Афанасий Великий представляют, что ад находится внутри земли, потому что в Священном Писании Господь устами пророка Иезекииля говорит: «Низведу тебя и помещу тебя в преисподних земли». Другие учители церкви, например, святитель Иоанн Златоуст, считает, что ад находится вне мира, как царские темницы и рудокопни бывают вдали, так и гиена будет где-нибудь вне этой вселенной.
Но что ты спрашиваешь, где и в каком месте будет она? Что тебе до этого за дело? Нужно знать, что она есть, а не то, где и в каком месте скрывается. И христианская задача – избежать ада, любя Бога, ближних, смиряясь и каясь, и перейти в тот мир. Отказаться от своих пороков, страстей грешному человеку очень трудно, но в Царство Божие входят только очищенные в покаянии души. Господь дал жизнь каждому для подготовки в вечность, потому что всем людям придется перейти в иной мир. Поэтому каждому по возможности надо постоянно делать добрые дела, ходить в церковь и молиться о грехах, чтоб не страшно было предстать перед Богом, ибо